Математики не можуть зрозуміти. Бо це справді і математичне свято сьогодні. Як може бути Бог у трьох особах, і кожна особа ровна так само Богу, як і сам Бог? Тяжко так сказати. Але, брати и сестры, мы не собираемся, как это зрозуметь. Мы собираемся, как это верить. Вот эта вера нас сегодня только спирально прикладывает Пана. Эту святую душу справуют за парафия, для живых Божьего благословения, потребных ласкам. Здоровья души и тела, навертания до Пана Бога, а для померных радости життя вечного у Володарстве Небесным. Перепросим за все наши грехи, ко мне от них чувствуем сердцем спасти, эту найсвятейшую охрану. Споведаемся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я ныне, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала высшая Богу, а на земле спокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, Кланяем Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне от народный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя речно себе грехи и свету, змилуйся над нами. Я Тебя речно себе грехи и свету, прими моление наше, яки святич пророчайца, змилуйся над нами. Только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышайший, Иисус Христе,
святым у хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, ласкавый Ойче, Ты спасал на свет Своего Сына, Слово правды и Духа освящения, как открыть людям Твою дивостную тайницу. Ученикам мы вызволенные, вызнаючи соправдную веру, спознали вечную хвалу Троицы и отдавали пошану одиному всемогутному Богу, распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живее и владарит в едности Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Аминь. Читание книги Второзакония. Моисей сказал народу: «Спытайся у давних часов, якие были перед тобою, от того дня, коли Бог створил человека на земле, от одного края небесов аж до другого. Ці було некалі штосьці такое великое, як гэта, і ці було вядома штосьці падобне. Ці чув народ голос Божий, який говорив з огня, як ти чув, і застався живим. Або ці спробував некалі Бог прийти і вибрати себе народ поміж іншими народами, раз випробування, знаки і цуди, і війну, моцною рукою і взнятим плечом, і праз чини страшне, праз усе тое, що зробив для вас Пан, Бог ваш, перед очима у Єгипті. Тому ведай цяпер і заховуй у серці своїм, що Пан є з Богом на небі у вишині і на землі внизу, і нема іншого. Заховуй Його постанови і Його заповіді, що я наказую тобі сьогодні. Как добре було тобі і твоїм синам після тебе. Как довгий був твій вік на землі, яку на всі дні дає тобі Пан, твій Бог. Це слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Счастливый народ, який Пан собі вибрав. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Правдивое слово Пана, и все учинки Яковны, я верные, и Он любит справедливость и правосудие. Милостью Пана полнится земля. Счастливый народ, який Пан собі вибрав. Словом Пана створені небеси, дихання Його узнав уся їхня мов. Бо Йон промовив і сталася, Йон загадав і з'явилася. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Ось Бога Пан над тим, ніхто Його боїться, над тим, ніхто сподяється на Його милосердность. Как Йон душу их урятовал от смерти и накормил их у час голоду. Счастливый народ, який Пан собі вибрав. Душа наша, як чекає Пана, і Он наша, як допомога і оборона. Милосердность Твоя, Пане, хай буде над нами, бо ми на Тебе сподяємося. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Читание послания святого апостола Павла до Римлян. Брати, усі, кого в'яде Дух Божий, гэта сыны Божии, бо у
Поповича. Гэты самы дух сведчыць духу нашаму, што мы дзеці Божыя. А калі дзеці, то і спадкаемцы. Спадкаемцы Божыя, спадкаемцы разам з Христом, калі толькі мы церкві разам з Ім, каб разам з Ім і уславіцца. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, Богу, який єсть, який був і який приходить. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Матвея. У той час 11 учняў пайшлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Езус. І калі яго ўбачылі, пакланіліся яму, але некаторыя засумняваліся. Тады Езус наблізіўся да іх і сказаў ім: «Дадзена мне ўсялякая ўлада на небе і зямлі. Дык ідзіце і навучайце ўсе народы, і хрысціце іх у імя Отца і Сына і Духа Святога. Вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам, і вось я з вамі ва ўсе дні, аж да сканчэння веку». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. В костеле сегодня вспоминаем Троицу Святую. Недаремно сказал, что математичное свято. Сапраўды математика на гэта пытанне не адкажа, а як мы не адкажам, як гэта ёсць роўнасць боскай асобы, што Дух Святы раўняецца Богу, Иисус Христос равняется Богу, Бог Отец, есть Бог Отец равняется Иисусу Христу, а равняется Духу Святому. Альбо яны трое творць так само Бога. Это неразлучность, это неразрывность, это сенс христианства. Чему мы вспоминаем и маем такую урочистость Троицы Святейшей? Братья и сестры, потому что вспоминали мы мертвых восстания Иисуса Христа, у небошествия Его. Вспоминали мы так само и Духа Святого, який был спосланный тиждень тому назад на апостолы, тримали на молитве. И все это отбывается, дякуючи Божьему провиду. Треба сказать, что неразрывность, она уписанная в житё каждого из нас. Принес эту такую икону, как вам показать. Икона Христа Пантократа. Вытлумачу. В образах, вельми часто костельных и не только, варто звертать увагу не только на агульный выгляд этого образа молитвы, что артист хотел показать, а тут вельми часто укрытый якийсь вельми важный сенс, который показывает, кем Иисус Христос является. Як бачим, у левой руце держит Святое Писание. Чем является Святое Писание? Святое Писание является Словом Божьим, якое Бог написал до нас, через письмо так званым. Послушаемся, конечно, людьми, которые под вдохновением Духа Святого это Писание. Czyli Jezus Chrystus тримає в руках Бога Отца Слово Євангелія, дякуючи тому Слову, ми були створені і увесь світ так само. Есть так само другая рука, где первые три пальцы, верхние, великие, между собой сручены, что показывает артист, что Бог является у трех особах. Бог Отец, Сын Божий и Дух Святый. Что наибольший палец, перекрыжовывая меньший палец, показывая, який сенс Иисуса Христа, что збавить свет, дякуючи крижу, чи дякуючи муце. І ось так само тут така
jeszcze dwa apошnie, najmniejsze palce, jakie tak samo między sobą złączone, показывают на istotу Бога, Jezusa Chrysta докладно. Потому что когда два пальца злученные показывают на говорить про боскость Иисуса Христа, Иисус Христос является ровным Богу, и другой палец показывает Его человечность, является ровным людям. Подлягал так само таким хворобам, несчастьям, болью, так само такому самому. Ничего не должно быть от нас. Як это в одной особе может быть две особы. Вот Иисус Христос таки был. Все терпел, все переживал, а и был заразен одразу и Богом. Сутность человека и сутность Троицы Святой, яку мы отримовываем. Одна женщина, миллионерка, которая была миллионером, имела более-менее 70 миллионов долларов. Когда померла, 30 миллионов этих долларов переписала на лекарку, яка їй займалася. Гэта не сподобалася сям'і. Сям'я начала судиться з гэтай лекаркай. Ну и не отсудила она ничего, только 3 миллиона. Досталось этой женщине 27 миллионов. Браты и сестры, чему? Эта женщина успадок отримала 30 миллионов. Потому что она то, что выконывала, она не выконывала для грошей. Как быть богаче, как быть лепшим. Когда ей пропадал кто-то больше грошей, она от них отказывалась. И Бог другой способ, ведает другой способ человеку допомогти, как человек не затратил это жизнь много. Когда она отримала этот спадок, она не кинула свои працы, могла бы кинуть, могла бы не pracować, bo это хватило и ей, и ей детям, еще внукам, как жить просто ничего не робить. Она выполнила то, что любить. Была для них лекарем, таким звичайным лекарем, который служил. Чего это говорю? Потому что Иисус Христос нас так само выкупил. Иисус Христос нас выкупил незвичайной ценою. Внимание, она не коштует 30 миллиардов долларов. Кошт целой земли, когда на земле не варит этого. Выкупил свою драгоценную кровью. И мы маем быть вдячны Пану Богу, что Он, как не спаслал нам Духа Святого, как Он не был один у Троицы Святой, мы бы сегодня не состроились. Вот и святые, мы бы не целебровали Святую Душу, мы бы не шукали. Василий Собрал, Ян Твардовский, святой памяти уже ksiądz, Колись я говорил для детей Казани. Пытал у детей, что вы любите наиболее? С еды. Ну и дети поднимали руку, там, кто куру, кто там пельмени, кто там ели голубцы, кто там что-то шкпеты есть, кто там торты есть, кости печенья, цукерки и так далее, и так далее. А затем вы говорите, а теперь скажите, что нам дает, что является покармом на житие вечное? Ну и один хлопчик так моцно руку тянул, поднял вверх эту руку и сказал, помидоры. Все смеялись. Все смеялись, на пол костела не могли стрематься. А он мудрый человек, Божий человек, интеллигентно вышел с этой справы, говорит, бачишь, як с тебе все смеются с этих помидоров. А вот это и дает сакрамент Евхаристии, это и дает коммуния святая, радость, а незвычайную радость. И не смеются хмелева, а радость вечную дает. Браты и сестры, из-за правды, мы покликаны, как эту дар Божий принять. И сегодня Иисус Христос в этом Святой Евангелии, поводле Матвея, в одним из 4 описов у него божестве Иисуса Христа, говорит и оставляет станут каждого из нас. 11 учнів пошли в Галилею на гору, куди загадав им Иисус. Мы так само пришли на гору. Этой горой является святыня. На гору тяжко вести, у святыни так само тяжко вести. Вот треба и приготоваться, треба оставить свои обовязки, свои працы. Может, якісь людей, які хвореють вдома, і пустити в святиню. Это и есть гора. Иисус Христос вот на этой горе говорит, дадена мне усялякая влада на небе и земле. Дык идите, и научайте все народы, и хрестите их в имя Отца и Сына и Духа Святого. Учите их заховывать все, что я загадал вам, и вот самое важное, и вот я.
z wami po wsi dni, aż do skończenia wieku. Amen. Бог, веруйте на Бога Всего, на Господа неба и земли, всякого вашего имя вашего, и владина Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народного, а не створного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего славления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, подобный Писанию, и взошел на небо, сядет справа руки Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Сына и Животворцу, яки Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял про пророков. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаем один мост для отпущения грехов и чекаю воскрешения планеты и життя вечного в будущем свете. Молимся Отца Христовы, на нашего Отца в небе, який спасал своего милованного Сына, как верит соправдное житье, узнесем супольные молитвы за Христовый костел, как Бог Христы и очаков силы для духовного отражения. Тебе просим. Выслухай нас, За епископов и пресвитеров, святых мы отрываем святую коммунию, как Христос неспынно умацовывал их своей лаской. Тебе просим. Выслухай нас, За детей, особливо з нашої парафії, які сьогодні перший раз прийняли святую комунію, як вони імкнулися жити у ласці, усе своє життя. Тебе просим. Выслухай нас, За тих, кого Бог подарил лаской и покликания, как про свою совесть с Христом и молитвой стали предвестниками нового життя. Тебе просим. Выслухай нас, За нас, удельников этой святой мши, как удел сегодняшней урочистости, поглубил нашу веру и едность с Христом, присутному найсвятейшем сакраменте. Тебе просим. Выслухай нас, Боже, мы дякуем Тебе за дар тела и крови Твоего одинородного Сына, очень просим, как мы досягнули вечного счастья у небесном благодарстве, прав Христа Пана нашего. Молитесь, как мою, и вашу яхляну принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме отряд рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, мы звертаемся до Тебе покорно и покорно просим, освети наши дары
и прозретую ахвяру учини нас самым для Тебе вечным даром. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Ага с вами. И с духом Твоим. Укору сердце. Узносим имя Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Бога века и справедлива. Справды Богна и справедлива, слушна и избавлена, как мы завсёды и всюди да не складали подяку. Пане святый Бойча, всемогутный и вечный Божа, Ты задинородным Твоим Сыном и Духом Святым, один Бог и один Бог, не прозадимства особы, але просадимства сутности особа у Троицы. То е, что мы, дякуючи Твоему открытию, верим в Твоей ласцы, без одрознения вызнаем так само в Твоим Сыне и в Духу Святым. Таким чином мы, визнаючи справное и вечное Богослова, мы ушановуем три Божия особы, одной сутности и ровной величи. Гэтую величь прославляет Сенёвы и Арханёвы, херувимы и серафимы, якие не перестают штоденно повторять в один голос ускликаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна вышиня, благословенный Той, кто приходит у меня, Пана. Госанна вышиня. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос воскрес из славна апостола Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутный Божа. Освяти гэтыя дары насою Духа Твоего, как яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдал себе на руки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich. Znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierite i picie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka jest za was i za mnogich będzie pralita, dziela odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Wspominając śmierć z mертвых powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie.
Покорно молим Тебе, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал любови, разум с папом нашим Франтишком, biskupom naszym Józefem i всім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які апостолують надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї дійшов з этого світу, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом Ереем Ранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, святым Яковом Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным ксензом Брониславом Маркевичем и усими святыми, які спрадвеку подавались Тебе, как с ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и укрылись Тебе, Божа Ojczam Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все веки вечные. Amen. Отримали ми Духа Святого, який нас учинив детьми Божьими, кому осмеливаемся казать «Отче наш», который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, ale zbaw nas od zła. Просим Тебе, Пане, збав нас от всякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были за все вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно за Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki wielesz na Ciebie, braki światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, Jaki wielesz na sobie, braki światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki wielesz na Ciebie, Braki światu, a dary nas upokojem. Ось бараник Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечерю Божию. Я не варто, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Ани наш Боже, сакрамент, який мы приняли, веря в единого Бога Святой и непорывной Троицы, нехай принесут нам славление души и тела, праз Христа Пана нашего. Объявление. 30 мая у гэты четверг урачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Христа. Святыя імшы ў нашай парафіі адбудуцца тройчы у 8 гадзін раніцы, у 15 і ў 19. Пасля святой імшы у 19 гадзін адбудзецца працэсія вакол касцёла. Кожны мае абавязак 30 мая ў чацвер быць у касцеле на святой імшы і паўстрымацца ад выканання неабавязковай працы. Ад 30 мая па 6 чэрвеня будзе трываць актава урачыстасці Божага цела. Пасля святых імшаў будзе набажэнства і працэсія вакол капліцы, калі нам на гэта дазволіць надвор'е. Таксама ад сённяшняга дня трываем у белым тыдні, бо 23 дзіцяці і моладзі з нашай парафіі першы раз прыняла Пана Ісуса ў сваё сэрца пад постаццю Эўхарыстыі, камуніі. За гэта хвала Пану. 31 мая ў пятніцу свята адведзена Найсвяцейшай Панны Марыі, 1 чэрвеня ў суботу успамін святога Юстына. Таксама 1 чэрвеня ў суботу ў нашай парафіі святой імшы не будзе, бо мы ўсе, хто жадае, едзем аўтобусам у Пуцлаў, і там будзе святая імша. 1 чэрвеня ў суботу ў межах падрыхтоўкі да прысвячэння Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Найсвяцейшаму сэрцу Пана Езуса, іначай імправізацыі сэрца Езуса,
А так само спадзякі Маці Божай за яе апеку чакае нас пілігрымка ў Буцлаў. Ёсць магчымасць ехаць супольна аўтобусам. Кошт 25 рублёў за місце ў сакрыстыі. Выезд у 8 гадзін раніцы ад капліцы. Калі ласка, апошні пункт, які там будзе о 15 гадзіне, і тады мы вяртаемся обратно. Працэсія Найсвяцейшага цела Екатерины вуліцамі Мінска адбудзецца ў наступную нядзелю 2 чэрвеня. Таму святых імшаў у 9, у 10:30 і ў 12 у нашай капліцы не будзе. Будуць толькі у 15 і ў 19. А працэсія распачнецца на Залатой горцы святой імшой у 9 гадзін. Заахвочваем да удзелу. Кожны дзень у нашай капліцы трывае адорацыя Пана Jesуса ў Найсвяцейшым сакраменце. Ад нядзелі 9 чэрвеня і праз усё лета святой імшы дзіцячай на 12 гадзіне таксама няма. Дзякуем за ахвяраванне на будову, за супольную і індывідуальную малітву, за спеў япраўны літургічны, за прыбіранне капліцы і тым, хто дзяжурыў. Молімся за ўсіх тых, хто святкуе свае дні нараджэння, імініны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей, за дзяцей першакамунійных, каб трывалі як найдаўжэй у ласцы Бога. За дабрацею ахвярадаўцаў нашай парафіі, а таксама кожнага з нас аддаем па асобку апецы Маці Божай, Тваёй абароне аддаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой природы выбавляй нас завсёды. Пана хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, содержальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите Божие благословение, нехай вас наполнится правдой, радостью и спокоем. И все будет добре. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в покое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Держи нас у змаганні, будь нам оборони, супроть спокуси і масок злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, княжу войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас богодушнують по світі. Амінь. какая сторонка? Спев 231. Спел 231. Дальше.